Большая работа по ремонту и реконструкции дорог и мостов развернута по всей республике. Параллельно друг другу в каждом Кажуне ведутся работы по восстановлению дорожных объектов. В одних местах дороги и мосты капитально ремонтируют, в других асфальт появляется там, где его не было вовсе. В городе Шагонарыге работы идут одновременно на нескольких улицах. У нас начались ремонтные работы после июльского приезда временно исполняющего главы правительства Республики Тыва Владислава Хавалыга. Было принято решение на уровне правительства о ремонте 5 улиц города Шагонара, куда заложено более 22 миллионов рублей. 4 сентября начаты работы. Завершена улица 30 лет Советской Тувы по городу Шагонару. И вот на сегодняшний день они начали работу по улице Октябрьской, примыкающей к Кажунной больнице с сооружением парковки. Дата завершения работ к концу сентября, но подрядчики обещают закончить работу к 15 числу текущего месяца. В Рио главы Тувы Владислав Хавалык в ходе одного из своих рабочих выездов лично дал поручение улучшить дорожные условия конкретных улиц городка. Жители домов, рядом с которыми положили свежий асфальт, увидев нашу съемочную группу, пожелали поделиться мнением о происходящих переменах. Мы с семьей проживаем в городе Шагонаре с 96 года. Вот на этой улице 30 лет Советской Тувы мы переехали в 2000 году. Раньше была дорога асфальтированная, но вся побитая. Ездить вообще невозможно было. С приходом нового главы правительства строительство этой дороги разрешилось. Очень рады, что у нас такая дорога. Будем беречь. Отдельным поводом для гордости в дорожном вопросе для шагонарцев стал подъезд к городу со стороны Кызыла. Эти работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». 2 слоя асфальта, 4 полосы и освещение – лишь часть из достоинств будущей дороги. Асфальт рядом со мной сейчас шипит. Это ремонтируется подъездная дорога Шагонар. Общая длина ремонтируемого участка составляет 4 километра. Закончить его должны были в следующем году, но благодаря высоким темпам строительства закончат ее уже в этом. В селе Ховуаксы Чедыхольского Кажуна работы по дорогам внутри села тоже ведутся на нескольких улицах. Единственное исключение – центральная улица, где идет замена устаревшего трубопровода. По поручению временно исполняющего обязанности главы Республики Тыва Владислава Тариштаевича в поселке Ховуаксы, в частности, начали работать подрядная организация ПК ДСТ, контракт заключен. Они в Ховуаксах будут делать участками дорог по следующим улицам: Интернациональная, Солнечная, Мира, Гагарина, Первомайская и Спортивная, а также съезд дороги к селу Сайлых и подъездные дороги к селу Ховуаксы. На сегодняшний день по улице Гагарина, наша центральная улица, в ней прокладывают магистральные сети, а именно канализационные трубы. На следующий год также финансовая средства заложена также на асфальтирование центральной улицы Гагарина. По поручению в Рио главы Тувы не остался без дорожных новшеств и город Чадан. На некоторых улицах, кроме нового дорожного полотна, появятся и тротуары. Работы будут окончены к 20 сентября, заверили в администрации Кажуна. По результатам рабочей поездки в Рио главы Республики Тыва Владислава Тариштаевича была поддержана капитальный ремонт 3 улиц города Чадан. Это улица Ленина, улица Камарова, улица Советская в общей сумме 21 миллионов 200 тысяч рублей. В настоящее время идут работы по улице Ленина. Срок окончания контракта 20 сентября текущего года. Подрядной организации ООО «Восток». В 8 километрах от Чадана стоит мост, построенный в далеком 1973 году. На нем лишь однажды, в 90-х годах прошлого века, обновляли настил. С годами пролеты моста обвисли. Сейчас он находится в аварийном состоянии. У нас на сегодняшний день начаты работы по ремонту мостового сооружения. Это через реку Чадан, поселок Бажаналак. Это был один из вопросов, который прозвучал в прямом разговоре у временно исполняющего обязанности главы Республики Тыва Владислава Тариштаевича Хавалык. И
И на сегодняшний день, как мы видим, устроена объездная дорога, начата демонтаж самого моста и, соответственно, будут проведены работы по ремонту, замене пролетного и строения и промежуточных опор, точнее береговых опор, которые на сегодняшний день находятся в неудовлетворительном состоянии. Мы показали вам только те участки, на которых успели побывать в течение однодневной командировки. Комплексный план по реконструкции и ремонту транспортных путей охватывает всю Туву. Финансовые средства выделяются из Дорожного фонда республики, а темпы и качество работ контролирует Миндортранс Тувы. Есть бюджетное законодательство, есть процедура определения подрядных организаций через путем электронного аукциона. На сегодняшний день там ведутся соответствующие торги и подготовка заключения контрактов и, конечно же, подготовка непосредственно самих подрядных дорожных организаций для проведения работ, которые были в том числе прозвучали на выездах у временно исполняющего главы Республики Тува Владислава Товарштаевича. Эти работы у нас, часть работы это порядка 40 километров автомобильных дорог по населенным пунктам, в том числе это и грунтовые, туда входят уличные дорожные сети, ямочные ремонты непосредственно с заменой дорожного покрытия и порядка 10 у нас мостовых сооружений, которые у нас находятся в неудовлетворительном состоянии. Как сообщил министр, все работы по мостам и дорогам должны быть завершены до декабря текущего года. Даян Данцурюн, Буян Уюн, Миран Эргит, Тува 24.